Сынок, ежонок, ежонок, да где ж ты? Куда ж ты запропастился-то, а? Сынок, пора рассказывать сказку. Ку-ку. А? Где ты? Да нет тебя. Где ж ты, ежонок? Папа, я тут. Ха. Сегодня ты мне рассказываешь сказку? Да, сегодня тебе расскажу сказку я. Ну так вот, слушай, сказка называется «Серая звездочка». О, Ну, по названию ты, конечно же, не догадаешься, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом. а разве бывают серые звездочки? Если ты меня еще раз перебьешь, не буду рассказывать. Вообще-то их и не бывает. Хотя, по-моему, это странно. Ведь серый цвет самый красивый. Но одна серая звездочка все-таки была. Так вот, жила-была жаба. Неуклюжая, некрасивая. Вдобавок от нее пахло чесноком. А вместо колючек у нее были, можешь себе представить, бородавки. Ур. К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она жаба. Во-первых, потому что была она совсем маленькая и вообще мало что знала. А во-вторых, потому что ее никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь не станешь же ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой. Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу, и поэтому звали ее самыми ласковыми именами, особенно цветы. А за что они ее так любили? Если помолчишь, то скоро узнаешь. Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как ее зовут, и когда она ответила, что не знает, очень обрадовались. Ой, как здорово! Сказали Анютины глазки. Тогда мы сами придумаем тебе имя. Хочешь, мы будем звать тебя Анютой. Уж лучше Маргаритой. Сказали маргаритки. Это имя гораздо красивее. Тут вмешались розы. Они предложили назвать ее красавицей. Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Динь-Динь. А цветок по имени Иван да Марья предложил ей называться Ванечка-Манечка. Пусть она называется Астрой. Сказали астры. Или еще лучше, звездочкой. Сказал ученый-скворец. Это значит то же самое, что и астра, только гораздо понятнее. К тому же она и правда напоминает звездочку. Вы только посмотрите, какие у нее лучистые глаза. А так как она серая, вы можете называть ее серой звездочкой. Тогда уж не будет никакой путаницы. И все согласились с ученым-скворцом. С тех пор все стали называть жабу серой звездочкой. Нечего сказать, звездочка! Прошипел толстый старый слизняк. Он вполз на розовый куст и подбирался к нежным молодым листочкам. Хороша звездочка, ведь это ж самая обыкновенная серая! Он хотел сказать жаба, но не успел, потому что в этот самый миг серая звездочка взглянула на него своими лучистыми глазами, и слизняк исчез. Спасибо тебе, милая звездочка. Сказала роза, побледневшая от страха. Ты спасла меня от страшного врага. А надо тебе знать, что у цветов, деревьев и кустов, хотя они никому не делают зла, наоборот, одно хорошее, тоже есть враги. Их много. Хорошо еще, что эти враги довольно вкусные. Значит, звездочка съела этого толстого слизняка. Скорее всего, да. Правда, ручаться нельзя. Никто не видел, как звездочка ела слизняков, прожорливых жуков и вредных гусениц. Но все враги цветов исчезали. Стоило серой звездочке посмотреть на них своими лучистыми глазами, исчезали навсегда. И с тех пор, как серая звездочка поселилась в саду, деревьям, цветам и кустам стало жить гораздо лучше. Особенно цветам, потому что кусты и деревья защищали от врагов птицы, а цветы защищать было некому. Для птиц они слишком низенькие. Вот почему цветы так полюбили серую звездочку. Они расцветали от радости каждое утро, когда она приходила в сад,
только и слышно было. Звездочка, к нам! Нет, сперва к нам. К нам! Цветы говорили ей самые ласковые слова и благодарили, и хвалили ее на все лады. А серая звездочка скромно молчала, ведь она была очень, очень скромна. Папа, а можно задать вопрос? Все вопросы потом. Ну, пожалуйста, папочка, ну только один. Один. Так и быть. Папа, а мы полезные? Очень. Можешь не сомневаться. Но слушай, что было дальше. Так вот, как я уже сказал, цветы знали, что серая звездочка добрая, хорошая и полезная. Знали это и птицы, знали, конечно, и люди. Понятно, умные люди. И только враги цветов были с этим не согласны. Мерзкая вредная злючка. Шипели они. Надо расправиться с ней, от нее просто нет жития. Уродина, гадость. Фу. Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания. И к тому же врагов становилось все меньше и меньше. Но на беду в дело вмешалась ближайшая родственница гусениц, бабочка-крапивница. На вид она была совершенно безобидна и даже хорошенькая, но на самом деле ужасно вредная. Так иногда бывает. Да, я забыл тебе сказать, что серая звездочка никогда не трогала бабочек. Почему? Они невкусные? И совсем не поэтому, глупыш. Скорее всего, потому что бабочки похожи на цветы. А ведь звездочка так любила цветы. И, наверное, она не знала, что бабочки и гусеницы одно и то же. Ведь гусеницы превращаются в бабочек, а бабочки кладут яички, и из них выводятся новые гусеницы. Так вот, хитрая крапивница придумала хитрый план, как погубить серую звездочку. Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы. Сказала она своим сестрам-гусеницам, своим друзьям-жукам и слизнякам, и улетела из сада. А когда она вернулась, за ней бежал очень глупый мальчишка. И так она заманила очень глупого мальчишку в самую глубину сада, на ту дорожку, где сидела серая звездочка и беседовала с ученым скворцом. Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок. Ученый скворец молнией слетел с ветки и схватил ее клювом, но было уже поздно. Очень глупый мальчишка заметил серую звездочку. Жаба, жаба! Закричал он очень глупым голосом. Какая противная! Бей жабу, бей! Серая звездочка сперва не поняла, что он говорит о ней, ведь ее никто не называл жабой. Она не двинулась с места, и тогда, когда очень глупый мальчишка замахнулся на нее камнем, Звездочка, спасаю! отчаянным голосом крикнул ей ученый скворец, чуть не подавивший крапивницей. В ту же минуту тяжелый камень шлепнулся на землю рядом с серой звездочкой. К счастью, очень глупый мальчишка промахнулся, и серая звездочка успела отскочить в сторону. Цветы и трава скрыли ее из глаз, но очень глупый мальчишка не унимался. Он подобрал еще несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились трава и цветы. Жаба, ядовитая жаба! Бей уродину! Дурачок, дурачок! Крикнул ему ученый скворец. Что за путаница у тебя в голове? Ведь она полезная! Но очень глупый мальчишка схватил палку и полез прямо в розовый куст туда, где, как ему казалось, спряталась серая звездочка. Розовый куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками, и очень глупый мальчишка с ревом побежал из сада. Ура! Да, брат, колючки — это хорошая вещь. Если бы у серой звездочки были колючки, то, возможно, ей не пришлось бы так горько плакать в этот день. Но, как ты знаешь, колючек у нее не было. И потому она сидела под корнями розового куста и горько-горько плакала. Он назвал меня жабой, уродиной. Так сказал человек, а ведь люди все знают. Значит, я жаба, жаба. Все утешали ее как могли. Анютины глазки говорили, что она всегда останется их милой серой звездочкой. Розы говорили ей, что красота не самое главное в жизни. «Не плачь, Ванечка, Манечка», — повторяли Иван да Марья, а колокольчики шептали:
динь-динь, динь-динь. Но серая звездочка плакала так громко, что не слышала утешений. Ученый-скворец дал серой звездочке волю выплакаться, а потом сказал: Я не буду утешать тебя, дорогая. Скажу тебе только одно. Дело не в названии. И уж во всяком случае, совершенно не важно, что про тебя скажет какой-то глупый мальчишка, у которого в голове одна путаница. Для всех твоих друзей ты была и будешь серой звездочкой. Серая звездочка перестала плакать. Ты, конечно, прав, Скворушка. Конечно, дело не в названии. Но все-таки я, пожалуй, не буду больше приходить в сад днем, чтобы не встретить какого-нибудь глупого. И с тех пор серая звездочка, и не только она, а и все ее братья, сестры, дети и внуки приходят в сад и делают свое полезное дело только по ночам. А теперь можешь задавать вопросы. Сколько? 3. 3? Ну тогда первый вопрос. А правда, что звездочки, ну то есть жабы, не едят бабочек? Или это только в сказке? Правда. А правда, что очень глупый мальчишка говорил, что жабы ядовитые? Правда? Чепуха. Конечно, брать их в рот я тебе не советую, но они совсем не ядовитые. Ой, забыл. Ой, папа, подожди, у меня третий вопрос. А куда же все-таки исчезали эти противные враги? Ну, конечно же, она их глотала. Просто она так быстро хватает их своим языком, что никто не может за этим уследить. И кажется, будто они просто исчезают. А теперь у меня есть вопрос. Пушистенький мой, не пора ли нам спать? Ведь мы с тобой тоже полезны и тоже должны делать свое полезное дело по ночам. Папа, будем ложиться спать. Да, давай ложись спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи.